Федеральная автодорога М-29 протяженностью 1118 километров пролегает от Краснодара до границ с Азербайджаном. Участок 39 километров приходится на Ингушетию. Реконструкцию дороги начали еще в августе 2015 года. Из-за увеличения количества транспорта проблема перегруженности возрастала с каждым годом. Заторы и аварии здесь были частыми явлениями. Подготовка основания – процесс тщательной утрамбовки щебня. В этих целях используют специальные машины – катки. Они имеют два или одно большое металлическое колесо, вес которого больше тонны. Качественная утрамбовка обеспечит ровную и плотную основу для укладки асфальта. Для распределения транспортных потоков построить 3 транспортные развязки разных уровней. На данном пикете этого третьей пусковой очереди находится автомобильная развязка в 2 уровнях типа клевер на город Карабулак. Она обеспечит безаварийное движение автотранспортных средств на данном участке федеральной автомобильной дороги. Этот мост через реку Сунжа отреставрируют, а рядом возведут новый. В рамках проекта дорожники построят 4 надземных перехода и 5 автопавильонов. Также 8 километров шумозащитных экранов. Строительство автомобильных дорог – это трудоемкий и длительный процесс, требующий от всех его участников максимальной грамотности и профессионализма. Многие уверены, что этот процесс начинается и заканчивается непосредственно на дороге. На самом деле все не так просто. Сейчас находимся в зале совещаний, где у нас происходят ежедневно планерки в начале дня, в конце дня. О объекте могу сказать следующее, что сейчас проведены работы с 207 пикета по 255 по правой стороне. На данный момент выполнены работы по расчистке деревьев, снятие почвенно-растительного слоя, отсыпка земполотна, подстилающие слои ГПС, ЧПС. Практически мы готовы к асфальтированию правого направления для возможности переключения движения с существующей дороги на правое направление. Здесь мы оставили 500 метров для перехода к существующей дороге, где уже существует 4 полосы по направлению к Грозному. Съезд на Троицкое мы также прошли. Здесь устроены 2 разворотные петли для удобства жителей, для заезда к себе домой и выезда на трассу. Всего на протяженности трассы работают 7 бригад рабочих. Одни занимаются подготовкой основания, выкорчевывают деревья, которые стали помехой для расширения трассы. Другие устанавливают отбойник на всей протяженности дороги. Для безопасности времени колесо отбойники жетха. Где-то 8 километров Строицкого. Одновременно работы ведутся и на кругу Магаз. Тут бригада бурильщиков устанавливает сваи для будущей эстакады. Здесь ведется подготовка основания под будущую эстакаду, развязки на Назрань и на Баку. Ведется бурение буронабивных свай диаметром 1200. Это будет являться основанием под эту эстакаду. Бурение ведется под защитой обсадных труб. Вы видите, борется по проекту сваи в проектную отметку. Здесь 10 и 15-метровые. После того, как пробурена свая в проектную отметку, монтируется армокаркас
и после этого свая заливается бетоном. Реконструкция и расширение трассы федерального значения позволит региону сделать значительный шаг вперед как в сферу улучшения состояния дорожного полотна в целом, так и в безопасности на самой оживленной трассе в регионе. Руслан Албогачиев, Магомед Дидигов, Новости 24.